Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. А тема звучит так. Что мужчина хотел бы вам сказать именно сегодня, именно сейчас? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, мужчину, представьте его, загляните в его глаза, назовите его по имени, так и спросите: мой милый дорогой, что ты хочешь мне сказать именно сегодня, именно сейчас? Я думаю, все уже настроились, мужчинок своих загадали. Давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Девчонки, отсыпка общая, поэтому принимайте на себя. Если вы попали на мое видео, это не случайно. Смотрите, этот мужчинка какой-то обеспокоенный, озабоченный, как в мыле весь, понимаете? У него очень много именно сейчас каких-то проблем, забот, вопросов. Какой-то он беспокойный, прям беспокойный, дерганый даже, возможно. Девочки, что бы он хотел сказать? Он хотел бы попросить у вас прощения. Прощения за свое поведение, за свои поступки, либо за отсутствие поступков от него. Значит, он сейчас, просто у кого-то отыграется, вот дословно, как будто бы по лезвию бритвы ходит. Одно неправильное движение, либо неосторожное движение, и все. Привет, пока. Да, вот такая ситуация у кого-то отыграется. Мужчина вот весь как один сплошной нерв, понимаете? На взводе, на взводе. Он понимает, что это неправильно, так не должно быть. Он понимает, что из-за этого вы переживаете, либо страдаете. Не должно быть такой ситуации, чтобы мужчина вот к своей женщине либо так относился, да, может быть, на нервах, да, нагрубил вам, обидел вас, какие-то претензии там вам высказал, либо просто как-то, знаете, вот сквозь зубы вам ответил. Либо, знаете, как времени просто совсем не хватает, он не может не приехать. Но тут банально, да, у кого-то отыграется, что даже не хватает времени написать какую-то маленькую, там, в 3 слова смс-очку, да, я тебя люблю. Не хватает, и все. Вот. И он уже, бедненький, думает, как, что это такое, что за жизнь такая у меня сложная, вот что делать? Он очень надеется, что вы все понимаете. Хотя у многих отыграется, что мужчина ничегошеньки вам толком не рассказал о том, что происходит в жизни. Так, отмахивается, да, некогда, сам справлюсь, разберусь, потом, не сейчас, там, завтра, послезавтра и прочее. И вы такая растерянная, вы думаете, что он вас разлюбил, что вы ему неинтересны. А кто-то думает, что у него другая баба завелась. Понимаете, девочки? Он видит ваше страдательное лицо. А у вас и правда какая-то вот прям заломинка появилась, такая вот, ой, несчастненькая вы, моя девочка. Он это видит. Он это видит, и это его прям бьет по глазам. Знает, что это из-за него. Он это все знает и понимает. Мысленно обращается к высшим силам, к Боженьке, если он верующий, либо просто к высшему разуму, и просит вразумление вас, чтобы вы не отказались от него, чтобы вы себе там дурного не думали, чтобы вы нашли себе какое-то развлечение. Он говорит, забудь обо мне на несколько дней, живи, развлекайся, радуйся.
Я сейчас разрулю все свои дела, наведу порядок, и я сразу к тебе, я во всем признаюсь. Я объясню, расскажу, покажу. Я выпрошу, вымолю у тебя прощения за все, что я тут накосячил, за мое поведение грубое, да, либо бестолковое. Я за все отвечу, возмещу тебе сполна. Вот так вот, девочки. Он умоляет, чтобы вы его поняли, либо вошли в его положение. Ну, да, сейчас многие сказали, ну какое положение, да, там сидит, непонятно чем занимается, вообще непонятно где он, да, вроде как все у него в обычном штатном режиме. Нет, девочки, он вам просто не рассказывает, не рассказывает. Проблемы серьезные. Вы видите, как он весь, как на вилке сидит, на вилке, да, и тут языки пламени прям у кого-то отыграются. Жарко, ему жарко, дела, проблемы. Кстати, у кого-то отыграется, что мужчину очень серьезно подставили. Да, он и сам виноват, где-то, знаете, там, спустя рукава что-то там сделал, либо на кого-то не на того понадеялся, но подставили очень круто. У кого-то действительно жизнь чуть ли не на волоске висит, понимаете, в какой-то вот прям точке он находится. Либо план, либо пропал, да, вот так вот идет. Кому-то прям совсем тяжело. Девчоночки, у кого-то даже может отыграться, что у мужчины, ну, достаточно серьезные проблемы со здоровьем. Особенно если мужчина ваш где-то далеко. Ну, то есть вы общаетесь по интернету, живет он там в соседнем городе, либо в другой стране. Общались, все было классно, а потом через раз, или он вообще пропадает на несколько дней, выпадает, и вы не понимаете, что происходит. А он лечится, он борется за свою жизнь, чтобы жить и жить с вами, девочки, вот так идет. Вижу, что претензий у вас много к нему, очень. И обидки какие-то есть, и претензии, и действительно могли поскандалить вы, ну, вот совсем недавно, на днях. Есть за что его тут шпынять, девчонки, но причина у него не пустая. Действительно, вот так его за причинное место жизнь взяла. Так иногда бывает, да, когда человек самонадеянный, когда человек не задумывается, когда человек полагается на других. Да, так бывает. У него сейчас достаточно жесткий урок, да, у кого-то кармический, у кого-то судьбоносный урок. Если он, девочки, выплывет вот из этого всего водоворота, ну, поверьте, он другим станет. Может быть, даже сединки появятся, но с сединками придут и мозги. Да, либо на место встанут, либо накачаются, прокачаются у него мозги. Другой станет, поумнее станет, поспокойней. Не такой, как сейчас, да, ноги впереди, голова позади. Куда бегу, не знаю, ну, прибегу, разберусь, да. Это все уйдет. И знаете, что еще вам скажу, очень важную вещь. Вот когда эта вся ситуация закончится, он к вам будет намного бережней относиться. Именно бережней. Он будет очень долго чувствовать свою вину за вот эту всю ситуацию. Очень долго. Я понимаю, что вы девушка добрая, хорошо воспитанная. Вы не будете его стебать этой ситуацией, но поверьте, его совесть конкретно его будет стебать вот за все это, что происходит. Тут еще как вариант может отыграться, что мужчина что-то вам пообещал, прям конкретно, да, вот делаю и все, клянусь, вот слово чести, там, не знаю, вот тебе моя жизнь, да, если я не прав. Какую-то клятву дал, какое-то обещание дал, и нет. Да, нет исполнения. Сидит, молчит, либо морозится, либо отнекивается. Девчоночки, но он исполнит обязательно, даже и не сомневайтесь. То, что он вам пообещал, он это сделает. Может быть немножечко даже лучше, чем он вам пообещал. Но тут время. Здесь, кстати, время выходит кратно двоечки. То есть 2 дня позже, 2 недели позже, ну, у кого-то отыграется 2 месяца позже. Но все равно сделает. И хорошо сделает. Он эту клятву не забудет. Она, понимаете, прям жжет его изнутри, эта клятва. Так что, девчоночки, что хотел бы сказать сегодня? Подожди, пойми, войди в мое положение. Не расстраивайся, не обижайся на меня. Что был неправ, все искуплюсь. Тебе времени не уделял, поверь, ты будешь от меня отбиваться. Вот настолько я тебя
развеселю, да, либо я на тебе времени уделю. Девчоночки, ну такой-то он человек. Он вас любит, он о вас думает, он за вас тревожится и переживает. И я даже не знаю, что главнее, что он думает о вас, либо что он о вас тревожится. На мой взгляд, это очень мило, когда мужчина действительно переживает за свою женщину. Вы ему очень важная, вы ему очень ценная. Он не готов ни терять, ни расставаться с вами. И он будет делать все, чтобы у вас все наладилось. И вот эта ситуация, она навсегда ушла из вашей жизни и больше никогда не вернулась. Кстати, на будущее он себе, ну, даже как клятву дал, что он будет с вами более честный и более детальный. То есть будете знать все, вот все про него, да, что происходит в его жизни, что с ним происходит. Это важно. Это важно, чтобы вас не потерять. По крайней мере, он на сегодняшний день так вот решил. Любит вас, любит и стремится, девочки, он к вам стремится. Как только порешает вопросы, обязательно появится. И все сам вам расскажет. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.